Når solen regner til mig body Mamma der går til mig daddy Når kender rygen ud mig du gør det Så hvor hun er Bare du når gør det Gør det bare fordi mamma Bolig mig i rutan til mig Du dårlig Og når du tager mamma Hvor nej Det er du tager til sit du reg Ну что, друзья, мы уже активно привыкаем жить в новых реалиях. И, кстати, первые новости, которые будем рассказывать нашим телезрителям, тоже связаны непосредственно с этим. Так, стриминг-сервис Netflix удалил свое приложение из магазинов App Store и Google Play Store в России. При вводе названия платформы в поисковой строке мы уже не можем найти приложение, оно там не отображается, а это значит, что скачать его уже просто невозможно. В то же время Telegram стал самым популярным мессенджером, обогнав WhatsApp. Представляете, по количеству трафика? Это ничего, Россия не перестает удивлять. Вот, например, Роспатент принял заявку на регистрацию бренда «Идея», российского аналога, как думаете, чего? Идея. Правильно, «Идея». По словам автора, проект сможет полностью удовлетворить спрос на российском рынке после временного закрытия магазинов шведской сети. Ну что ж, а собственное производство сейчас активно интересует не только российские компании, а также королевскую знать. Вот королева Елизавета II выпустила средства для мытья посуды. Ходят слухи, что она очень любит мыть посуду, что очень удивительно звучит. Сомневаюсь. Но вдохновилась она, наверное, именно во время того, как она занималась этим делом. Во время работы. Да, средство для посуды имеет аромат прибрежных прогулок и стоит почти 15 фунтов стерлингов. Чтобы вы понимали, на нынешний курс это более 2000 рублей. Ничего себе. Да, за, кстати, пол-литровую бутылку всего лишь. Интересно, есть спрос? Я думаю, думаете? сама по себе идея прикольная. Даже королева Великобритании моет посуду. Встань, помой посуду. Мотивирующе звучит достаточно. Вот, 68-летний коллекционер из Англии, кстати, такая новость, хотел расстаться с книжкой о Гарри Поттере, потому что обложка ему не понравилась. Кинул монетку, подумал и решил оставить. В итоге продал эту книгу приблизительно за $90 000. Вот Как это так? Может, я тоже что-то хочу от чего-то избавиться, но могу продать подороже? Наша программа должна уже была всех научить, что ни кассеты мы старые не выбрасываем, да, и вот, как оказалось, книги тоже не выбрасываем. Конечно, замечательные новости вы рассказали, дорогие друзья, но тут самая важная новость, по крайней мере для меня и для всех театральных деятелей. 27 марта грядет День театра. Важный день для всех, еще раз повторюсь, работников культуры, культурных деятелей. И вот по традиции в столице нашей страны проводится ежегодная акция «Ночь театров», которая предоставляет зрителям уникальную возможность окунуться в таинственный мир и узнать что-то новое. Театры готовят сюрпризы для своих поклонников, и мне кажется, что там масса всего интересного. Да, там будет круто. Мне кажется, что премьеры, да, какие-то будут, что-то онлайн. Расскажите поподробнее об этом. Ну вот, к примеру, в театре имени Вахтангова состоится экскурсия по театру, где можно будет увидеть театр с другого ракурса, пройти по рабочим залам, гримерным, посмотреть, как работают цеха, и это своего рода очень увлекательно. Ой, вы знаете, я бы сама с удовольствием такую экскурсию посетила. Интересно, у нас что-то подобное проводится? Я думаю, что, насколько я, по крайней мере, знаю, нет, но не исключаю, что интересные идеи существуют у наших гостей, которые уже в нашей студии. А именно художественный руководитель Остинского театра Гиви Валиев, актер театра юного зрителя и Дегорского театра Сослан Гагулаев и актриса Русского академического театра имени Вахтангова Марина Пагаева. Здравствуйте. Узнаем. Ну что, поздравляем вас в первую очередь с Днем работника культуры. Сегодня он, между прочим, так что мы вас пригласили очень актуально. Ну, а во-вторых, конечно, хочется узнать, планируется ли что-то в ваших театрах ко Дню театра? Какое-то празднование, может? Давайте начнем с вас. Ну, у нас традиционно обязательно это премьера. 26-27 марта мы готовим премьеру по пьесе Геора Тидеева «Чаша, секира, плуг». И всех любителей театра мы приглашаем туда. А у вас, ребята, что-то уже... Какие-то интересные, может, мысли есть, какие-то интересные идеи? Ну, в нашем театре ко Дню театра конкретно ничего сейчас не готовится, потому что мы заняты премьерами, которые состоятся 22 и 23 числа. Вот.
2 разных спектакля будут. Что касается Дегорского театра и театра юного зрителя, что у вас? Дегорский театр вот как раз-таки сейчас играет трагедию Медеи. Наверное, они таким образом поздравляют всех работников культуры. Классикой, да? Да. Ну, мы вас пригласили еще, помимо вот основного события, которое мы сейчас и обсуждаем, также сейчас проходит международный конкурс «Дебют года», да? Я же правильно говорю? Вы участвуете, вы дебютанты, уже отсмотрели ваши спектакли, да, с вашим участием. Как это было? Поделитесь. Ты первый. Ну, я узнал об этом после спектакля, то, что просматривали, после спектакля подошли и мне сообщили то, что просматривали на дебют. Я знал то, что я буду участвовать, но было Когда непонятно знали, да? до конца. Да, и вот сообщили то, что результаты будут известны летом, насколько я знаю. Вот как-то так я об этом узнал. То есть вас застали тебя застали врасплох. Будем откровенны, мы работаем вместе, поэтому не буду наблюдать. Да, не ожидала такого. Марина, как у вас проходил этот просмотр? Для меня ничего не поменялось. То есть Тоже это... сюрпризом для вас Нет, стало? это не был сюрприз. Я знала, что будет комиссия, но это спектакль, как есть спектакль. Какая разница, для кого играть, для комиссии или для То обычного есть зрителя? ничего не отвлекало? Ну, Нет, все-таки, не я считаю, отвлекало. что все-таки Ответственность оценка же. есть. Вы понимаете, что зритель приходит просто посмотреть на вас там. Не конкретно на вас, а посмотреть в целом на спектакль, на картину. А комиссия пришла непосредственно увидеть, как играет Марина, как работает Марина. Достойна ли она того, чтобы получить диплом? Да, но я же для комиссии свою игру не буду менять. Да? Правильно. Волнение Всё было не привычно. изменилось. Волнение Ощущение не всегда изменилось. присутствует, так что нет разницы. Гиви, скажите, а вы помните свои дебютные работы и какие эмоции испытали вот впервые, выходя на сцену? Помню, конечно, я не так стар, чтобы забыть все. Мы на это не намекали, ни в коем случае. Ну да. Помню, мой дебют, это был в пьесе Гоголя «Ревизор». Это было в 2006 году, да. Да, давно это было. В 2006 году. Эмоции, я сейчас... Каждый раз, каждый спектакль, он волнителен, каждый спектакль важен. Это был, по-моему, «Сцена без границ». «Сцена без границ». Как-то сказать, что как-то серьезно к этому подходили, это работа, и ты к работе подходишь серьезно. А комиссия, Марина правильно говорит, это твой спектакль, который ты должен делать ответственно. Комиссия там сидит или обычный зритель сидит, разницы нету никакой. А сейчас, как режиссер, как художественный руководитель, когда вы видите, что человек впервые выходит на такую большую сцену, бывает ли волнение за вашего актера? Это уже ваш актер? Я ему завидую, Да? потому что он больше никогда эти чувства не испытает. Ребята, у вас не повторяются эти чувства? Вот вы уже первый раз вас оценивают как дебютантов, но вы ведь не первый раз на сцене. Вот самый-самый свой первый выход на сцену, какой он был? И какой этот дебют, который уже оценивают? Но если именно в театре сейчас, то моя первая премьера — это был ужас. Я уже за день до, мне было настолько плохо. Мне было очень плохо, и я не могла, я не знала, как с этим справляться. То есть это какой-то абсурд. У тебя спектакль в 6 вечера, ты сидишь в 12, вот так уж просто тебя трясет. Мне было, я не знала, как с этим справляться. Возможно, я настолько потом меня это съело, что по итогу на сцене я была какая-то такая пустая. Перенервничала. Да. А с годами, с опытом, это волнение, этот трепет, он остается уже где-то там, позади? Поживем, увидим. Годы еще не прошли, да? Но сейчас мне легче, конечно, я уже не так трясусь, не так волнуюсь, но посмотрим, что будет с новым спектаклем. Суслан. Одна из первых серьезных постановок пока что в моей карьере произошла под руководством Гиви Давидовича. Вот. И это, конечно, особенное впечатление, когда ты выходишь на большую сцену в студенчестве. Вот. И это, я в этом уверен, то, что эти спектакли в
все, что происходило в студенчестве, не только там, допустим, в учебном театре, да, не только на экзаменах, а именно неофициальные спектакли, они, я понимаю, то, что они послужили таким крепким фундаментом, который сейчас уже в театре есть откуда брать, и уже есть, ты уже понимаешь, что ну, нельзя уже, допустим, вот здесь там дать слабину, потому что какой-то небольшой опыт уже есть, ну, как-то так. Я тоже хочу поделиться своими какими-то переживаниями. Вот мой дебют состоялся вместе с Гиви на сцене Остинского театра, и я помню свои эмоции. Не было какого-то невероятного волнения. Помню, даже вы, Гиви, сказали, что ты за человек такой? Ты даже не волнуешься. Как это так вообще? И я к чему веду? Вот вы придерживаетесь того, что настоящий артист, он перед каждым выходом на сцену нервничает и переживает, потому что у меня возникает сомнение в себе самой, может, я не настоящий артист все-таки, потому что у меня этого волнения каждый выход нет. Только если я где-то чувствую вот что я что-то не доработала. Ну, может быть, в этом есть правда, если актер уверен, если режиссером поставлены четкие задачи, то может быть легче, но все равно спектакль — это живой организм. Что-то может пойти не так, что-то может в какой-то момент повернуть в другую сторону, и вот за это человек переживает. Если бы это как-то каждый раз на одни рельсы можно было посадить, то, наверное, легче было бы. Но ты понимаешь, что сегодня ты выходишь, и у тебя 2 часа прожить огромную жизнь одного человека, и как ты его проживешь. Особенно знаешь, что есть кульминационные моменты. Ты должен к ним подготовиться, подвести тело, разум, мозг. И если это во время спектакля не получается, то человек начинает волноваться за все. Это такая дорога страшная. Помнишь? Но от этого интереснее, да? Ну да. А вы, ребят? Действительно волнительно. Я на самом деле, ну, когда я знаю, что мне нужно делать, то, естественно, волнение бывает минимум. Нормальное волнение. Мандраж. Да, такое, ну, нормальное, не переходящее в панику. Но когда в спектакле бывает много технических моментов, которые не зависят от актера, там что-то вот именно, ну, не актерское мастерство, а именно какие-то технические моменты, то за это, честно говоря, бывает переживание, что что-то может пойти не так, и это что-то разрушит все. То есть за результат переживаете, за то, как Да. это будет в конечном итоге выглядеть и как это Да. принято будет зрителям. А вот сейчас у вас была постановка премьерная в Шките. Какие были там эмоции? Ведь это другой театр, это не в полном смысле слова театр, а такое мини-пространство, где вы можете реализовать себя, может, чуть иначе, чем на большой сцене. Да. Я не думаю, что это не в полном смысле театр, Да? потому что... Ну, не в классическом, Да. наверное, его понимании, да, имеется Но в виду? тут была огромная сложность как раз-таки в этом пространстве. Не было кулис привычных. Мы практически ни на минуту не уходили никуда с площадки. И вот эти где-то примерно 1,5 часа мы находились именно там. Плюс сам спектакль очень тяжелый, эмоционально тяжелый. И подготовиться к нему и провести его, особенно сейчас, так как, ну, вы, наверное, знаете, военная тема, очень тяжело было. Но, надеюсь, по отзывам зрителей, я надеюсь, мы справились. И у нас еще есть возможность продолжать работать. Суслан, насколько я знаю, вы не так давно работаете в театре «Шкит». Это ваш первый спектакль, да, был? Или уже были до этого? Был еще один спектакль с Андреем Кокоевым, но приход был один, и это как бы вместе все произошло. Вообще вы, получается, в 3 театрах работаете, в разных достаточно. Вот каково это совмещать, насколько это сложно или, в принципе, все? Адреналин присутствует. Это нужно везде успеть и нигде ничего не пропустить и отдаться везде по максимуму. Не так, что я вот здесь себя растяну, а нужно так, что и там полностью, и здесь полностью, и здесь полностью. Вот. И когда такое получается, то это выматывает, естественно, постоянно в движении, но
Мне это нравится. Откуда берете этот энергетический ресурс, чтобы наполненным быть и в одном, и в другом, в третьем месте отдаваться? Мне кажется, творческие люди его там и черпают. Да, возможно, театра. такая, Вам видней. ну, сансара, круговорот, да, может быть. Давайте вернемся к празднику, к Дню театра. Гиви, может быть, есть какие-то идеи на следующий год? Потому что вот хорошая практика, да, в Москве устраивать ночь театров. Может быть, нам тоже организовать нечто подобное, чтобы зрители могли не только со стороны зрителя посмотреть на театр, но и со стороны актера окунуться вот в эту атмосферу. Ну, мы подумаем об этом. Это тоже отдельная режиссура. Это надо полностью все спланировать. А когда у театра очень плотный график, у нас практически каждый месяц выходит премьера, и у нас не остается времени на это. А провести его абы как, ну, не хочется. Надо проработать, это целая режиссура. Люди должны не только же прийти за кулис что-то посмотреть, да. А это особенно Остинский театр, он огромный, большой, там есть что посмотреть, есть что рассказать, но это надо все проработать. И так как есть планы, и каждый месяц там идет работа, то вот что-то другое пока что мы не можем туда Просто вставить. все актеры, как правило, все актеры всегда вспоминают вот этот первый, когда первый раз они зашли за кулисы и увидели репетицию чью-то, даже не свою, чью-то репетицию за кулис, насколько это волнительно и насколько это какая-то особая атмосфера. Я думаю, что действительно зрителям будет очень интересно. Ну да, тем более... это надо проработать. Да. Это не должно быть так, что вот мы их... Запустили просто. Да, просто запустили, и вот ходите, смотрите театр. Должна быть целая режиссура, полностью все спланировано. Везде, в каждом пространстве должно что-то происходить. И если чуть-чуть мы найдем время, где-то высвободим, то мы это мы сделаем. Да, это не так сложно. Ну и напоследок, пожалуйста, приоткройте завесу тайны, что планируется, помимо вот тех премьер, которые вы озвучили, что в ближайшем будущем мы можем ожидать, каких сюрпризов, каких подарков от вас? Ну, 21 апреля мы ждем, у нас 100-летие Георга Хугаева, и сейчас театр готовится, очень плотно готовится к этой дате. Мы к 100-летию подготавливаем его пьесу Чепена, но неделя будет полностью посвящена Георгу Хугаеву. Все спектакли, которые сегодня идут, полностью будет. И, как я знаю, и телевидение будет готовиться к этой дате. Это «Богатый дом», «Черная бурка», «Названные братья». Вся неделя будет посвящена этому, не побоюсь этого слова, великому человеку. Также в мае у нас... Мы редко переносим какие-то премьеры, но из-за того, что у нас гастроли в Саранск, и потом мы их обратно, и мы их принимаем, мы туда, они потом сразу к нам. Нам пришлось перенести премьеру по Лермонтову «Демон». «Демон» мы, скорее всего, в сентябре уже открытие театрального сезона мы откроем спектаклем по Лермонтову. И также «Король Лир», сейчас идет работа над Шекспиром. И где-то ближе к декабрю месяцу мы, скорее всего, покажем, может, ноябрь покажем «Король Лир». Здорово. Да, вот Ну такие что вот. ж, мы с нетерпением ждем, я думаю, как и все поклонники театрального творчества в нашей республике. Спасибо, что нашли время сегодня, пришли к нам в гости. Мы вас еще раз поздравляем с этим праздником, желаем вам всем творческих успехов, полных залов и благодарных зрителей. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, ребят, вы наверняка помните, что совсем недавно у нас в гостях был Виталий Сланов со своим воспитанником, боксером Аланом Хугаевым. Конечно. Так вот, мы отсюда буквально отправляли его На бой? на чемпионский бой, заряжали его на успех. Я хочу сказать, что у нас с вами получилось, потому что 19 марта Алан стал чемпионом России в первом среднем весе, с чем мы его поздравляем. Да, Он от всей души. одержал уверенную победу над боксером из Таджикистана и привез домой чемпионский пояс. Присоединяюсь к поздравлениям. И
В общем, хочу сказать, если мы заговорили о боксе, то в Москве пройдет боксерский турнир «Короли нокаута». Во втором соглавном бою будут встречаться Виталий Кудухов наш и Владислав Вишев. Напомним, что последний бой Кудухова состоялся в августе прошлого года, где он победил единогласным решением судей. Вот так. Наша землячка Диана Авсарагова, она в рамках турнира «Беллатор» провела свой третий бой с американкой Кирой Батаровой. Изначально соперницей «Пантеры» была дебютантка промоушена Эшли Дин, но 32-летняя спортсменка снялась с турнира, а вот Батара приняла бой на коротком уведомлении. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось единогласным решением судей в пользу нашей Дианы. Да, Вот победа так. была красивая, бой был классный. Ну и куда без новостей борьбы в нашем регионе. Североосетинские спортсменки Амина Тенделова и Алина Касабиева выиграли первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. Админа Танделова в финале весовой категории до 62 килограммов победила Юлию Коваленко из Ставропольского края. В финале в весе до 65 килограммов Алина Касабиева одержала верх над Алиной Рыбкиной из Санкт-Петербурга. Так, Наши противостояние девочки. двух Алин было. Красотки. Да. В общем, что по новостям еще? На прошедших днях, кстати, прошел ивент «Наше дело». Знаешь ты это что? Да, я думаю, мы все его знаем благодаря нашим землякам, которые его прославляют. Да. Вот, нашу республику прославляли Алан Саламов и Ислам Ибрагимов. Ислам после простоя более года вышел на этот бой. Он был очень тяжелый бой, но он справился и не проиграл, но и не выиграл. Судьи назначили ничью. А вот Алан, он в доминирующем стиле буквально в первом раунде разобрался удушающим приемом. Девочки. Так что Все в стиле чемпиона. Да, он чемпион. Все За ним по-чемпионски. чемпионский пояс. Так что так. Что там у Прекрасно. нас? Слушайте, приятно, да, Целая наконец-то рубрика слышать получилась. позитивные спортивные новости. И Наконец-то. мы все по ним очень соскучились, но сегодня у нас есть еще один приятный повод для обсуждения. 20 марта свой день рождения отметила самая титулованная спортсменка 30-летия в мире. 21-кратная чемпионка мира, 36-кратная чемпионка Европы Ирина Макеева, которая внесла огромный вклад в развитие армспорта в нашей республике. И сегодня она у нас в гостях. Ирина, прошу. Здравствуйте. 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 Приветствую. Очень рады видеть вас. С прошедшим Мне днем очень рождения приятно. вас. Спасибо большое. Ты как, на спортивной диете все равно, даже после... Нет, я уже позволяю себе. Уже позволяешься? Сладости. Тогда угощайся. Это Выбирайте. просто пирожное. Можно кофе? Конечно, конечно. Я еще сейчас водичку налью. Ирина, рассказывай, пожалуйста, как... вот я знаю одну историю. Так. Когда Ирина заканчивала спортивную карьеру, у нее была такая соперница Габриэла Васконсалес. Помните? И вот она пожелала удачи и сказала, как будет сложно без тебя, да, правильно, там, с кем соревноваться. Вот с кем-нибудь из своих соперниц ты до сих пор держишь связь, общаешься? Практически со всеми. Со всеми. Да. Но несмотря на то, что я официально заявила тогда, что я завершаю карьеру, они все равно мало мне поверили. И на протяжении И на протяжении полгода я еще, даже изначально полгода, потом это все продлевалось, я отбивалась, говорила уже, все, оставьте меня. Вы не понимаете, что я это серьезно заявила, как бы не просто у меня был нервный срыв. То есть еще предлагали выезжать на турниры, то есть организовывать все, звонили. Ну, думаю, вот сейчас только уже Вот успокоились и приняли эту информацию, что все-таки все. Ну, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Я знаю, что ты директор нашей академии, да? Нет, да, руководитель спортивной школы Спортивной «Урожай», школы, мгм. да, где функционирует армрестлинг также. Уже на протяжении 7 лет. Кстати, как сейчас развивается этот спорт? Есть ли у нас уже будущие потенциальные чемпионы? Конечно, он всегда развивался, развивается, и, у нас, надеюсь, будет да. развиваться. Как раз вот только у нас завершился чемпионат России вчера, и сборная команда Республики Северная Осетия по взрослым опять завоевали общекомандное первое место. Здорово, Да, поздравляем. сильная Так что школа действительно у нас очень. Результаты у нас всегда на высоте. Ну, хочется сразу спросить, какие сейчас мечты преследуешь? Мечты? Да. О, Вот такой вопрос. да? разные, да. Ну,
наверное, как бы недавно я создала семью, вышла замуж, наверное, это дети, чтобы родные, близкие, все было хорошо. И, конечно, моя профессиональная деятельность в спорте, чтобы больше детей приходило в спортивную организацию, чтобы выезжали на соревнования, показывали достойные результаты. А вот как мы можем привлекать детей, да, к этому спорту, потому что у нас в республике все знают топ-2 точно самых популярных видов спорта. Как мы можем сделать популярнее армспорт? Мне кажется, он очень популярный, я не знаю. Да, я думаю, что его не стоит делать популярным, потому что на самом деле вот в 2 школах функционирует отделение армрестлинга, и достаточно большое количество занимается. То, что мы там в списках показываем, это только в моем учреждении 350 человек, а так еще в резервных группах очень много спортсменов, поэтому поток он не прекращается. Чемпионов много не бывает. Да, так что поэтому мы будем рады новым лицам в спорте. А планируете ли вы заниматься какой-то общественной деятельностью на данный момент? Потому что мы знаем, что у тебя 2 образования, ты очень общественный человек, и нам интересно, вот социально важные какие-то моменты. Ну, в принципе, когда проходят какие-то акции, мероприятия, я всегда принимаю в них активное участие, то есть... Поэтому, если будут какие-то новые предложения, я буду их рассматривать и, думаю, буду принимать участие. Мне еще надо сказать спасибо, кстати. Большое спасибо за то, что ты принимала участие в акции «Игрушка помощи». Да. Большое спасибо. Ты большая молодец. Спасибо. А вы расскажите подробнее об этой акции для тех, кто не знает. Да, но это была акция, то есть для слабослышащих, это, по-моему, кто плохо видит детей. Мы фотографировались с этими игрушками, то есть это дети, они делают с ограниченными возможностями, они делают эти игрушки, и потом они выставляются на продажу, и за счет этих средств, то есть идет помощь этим детям. И за счет привлечения, наверное, спорта, культуры, надеюсь, что получилось, прошла акция, и собрали какие-то средства на помощь этим детям. А еще планируете проводить эту акцию? Может быть, она станет хорошей традицией? Но, наверное, к организаторам нужно обратиться. Думаю, что она будет ежегодная. Я думаю, что будет ежегодной. Мы с удовольствием будем принимать участие в этой акции. Это здорово. Ирина, скажите, мне очень интересно, вы как профессиональный спортсмен, который столько лет посвятил себя всецело спорту, каково было психологически понимать, что все, я завершаю карьеру, я около спорта, но уже не в нем? На самом деле, признаюсь честно, было очень сложно. Это произошло в 2019 году. То есть я выехала на чемпионат Европы, приняла решение, что на чемпионат мира я уже не поеду. И, то есть я приходила в зал, все равно меня тянуло к гантелям. То есть я для себя уже, в принципе, выставила такую политику. Да, такую политику я прихожу, то есть так, для здоровья, Ира. Сейчас такие легкие веса, спину покачай. И все равно что-то внутри так вот происходило, было сложно, я все равно пыталась там поднимать. То есть, это где-то полгода вот такой вот небольшой дисбаланс происходил. Но потом постепенно все выровнялось, тем более 2020 год у нас был не очень хороший, то есть связан с коронавирусом. Многие соревнования отменили. Мне даже многие спортсмены писали: Ира, ты что, знала, что будет коронавирус, что ты ушла в 2019? Вовремя ушла. Вовремя, да. Мы и так никуда не выехали, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира. Поэтому это, конечно, проходило сложно, но постепенно сейчас я уже могу сказать, что я восстановилась и понимаю, что уже я не профессиональный спортсмен, но при этом физической культурой и спортом я занимаюсь. То есть хорошие привычки, они никуда не деваются, и неважно, занимаешься ты профессионально спортом, не занимаешься, они остаются навсегда с вами? Нет, конечно, навсегда, да, потому что это у тебя организм уже не может функционировать без физических нагрузок. То есть я в спорте с 5 лет, я привыкла, и поэтому для меня очень важно посещать зал и какие-то физические нагрузки получать обязательно. Вот вы сказали о том, что в 2020 году 2020 год был достаточно сложным для всего мира и для спорта в том числе. Сейчас тоже очень нелегкие времена, и спорт также находится в очень стесненных условиях. Наша страна, в частности. Как вы считаете, как это повлияет на результаты наших спортсменов? К сожалению, да. Недавно, дней 5 назад тоже анонсировали такую информацию, что Европейская мировая федерация заблокировали
именно армрестлинг. Я думаю, это не только армрестлинга касается, спорта, а в принципе вообще все виды спорта. То есть они не могут выезжать на международные соревнования, принимать в них участие, даже на какие-то любые турниры. Конечно, для тренеров и для спортсменов это очень сложно принимать, но мы будем надеяться, что ситуация поменяется и все придет в нужное русло. А сейчас, то есть все российские соревнования, которые у нас запланированы по календарному плану, они все проходят. То есть будет очень много проводиться турниров в России. И, то есть будет альтернатива этим соревнованиям, будут создаваться условия, чтобы спортсмены все больше и больше соревновались, но уже пока в стране, пока такая ситуация. А внутри страны вообще высокая конкуренция в армспорте? Да, очень высокая она всегда была, потому что Россия всегда занимала первые места, как сборная команда. То есть если ты выиграл чемпионат России, то уже ты уверенно можешь поехать на чемпионат Европы и мира, да, и обязательно будешь в тройке. То есть очень высокая конкуренция. Можно сказать, даже самая высокая конкуренция у нас в республике. Если ты выиграл уже чемпионат республики, то ты уже точно будешь выезжать спокойно. Собственно, можно и не ездить, мы и так знаем, что мы самые сильные, да? Да. И такой вопрос. Смена растет? Подрастающая, так, ну, мы понимаем, что сложно будет добиться таких высот, столько раз стать чемпионом мира и Европы, но из девочек, например, есть какие-нибудь у нас? Есть девочки, которые успешно выступают, ну, может быть, не всегда у них там первые места, но проявляют себя. Я думаю, что если они не оставят, проявят упорство, то все получится. Будем надеяться, что будет. Ну а так у нас в основном, конечно, сильные мальчики, да? У них чемпионы. Да, мальчиков много, да. Все впереди, как говорится. Да. И девочки подрастут Давайте, сильные. девчонки, вперед. На нас смотришь? Да. Нет, Мы еще можем попробовать или Конечно, поздно? можете. Можно в легком весе. Мы здесь в очень легком весе. По мухам. Это наш вариант, Как по-моему. кофе. Очень Подожди, вкусно. попробовала. Попробовала, это уже 3-я чашка за день. Ирина, мы все о спорте, да, о спорте. А вот какие хобби у вас? Чем вы занимаетесь в свободное время от своей вот уже профессиональной сейчас деятельности? Ой, вы знаете, единственное еще плюс, то, что я завершила спортивную карьеру, может быть, до этого даже на передаче меня спрашивали, готовлю я или нет, особо я не готовила. И как завершила спортивную карьеру, начала увлекаться. То есть я получаю огромное удовольствие от готовки. Для меня это такое что-то новое открытие. Есть какая-то страна, кухня определенная или все? Фьюжн. Фьюжн. Да, Хорошо. все вместе. Вот, ну, естественно, я люблю слушать музыку, заниматься спортом, гулять. В принципе, То есть то, на что не хватает времени у профессиональных спортсменов Сейчас так зачастую. послушают все спортсмены, все, завершаю карьеру. начинаю жить. Хочу музыку слушать, готовить. Ну что ж, спасибо вам большое за ваш позитив, за ваше настроение. И еще раз с днем рождения вас. Всего вам самого-самого наилучшего, и чтобы все ваши мечты и планы непременно сбылись. Спасибо вам Спасибо, большое. Ирина, большое. Спасибо. Приятно было вас видеть. Взаимно. До свидания. Спасибо. Yeah. Ну что ж, у нас снова новости, приятные новости из мира моды на этот раз. Объявлена тема следующего бала Met Gala – это позолоченный гламур. Об этом рассказала главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Тема созвучна истории американской моды – это аллюзия на позолоченный век, то есть эпоху быстрого экономического роста Америки с 1870 по 1900 год. Met Gala – это такой Оскар в мире моды, да? Да. И уникальное событие, которое не похоже ни на одно другое. Без приглашения на этот бал не попадешь ни за какие деньги. И вот каждый год его с нетерпением ждут все, кого интересует фэшн-индустрия. А его участники готовят наряды аж за несколько месяцев до самого бала. Многим может показаться, что Met Gala – это просто ежегодный бал, на который звезды приходят в своих экстравагантных нарядах. Но на самом деле это благотворительный ужин, который уже больше 70 лет проводится в поддержку Института костюма Анны Винтур в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Также стали известны ведущие бала. Это Реджина Кинг и Райан Рейнольдс. А сопредседателем, помимо самой Винтур, будут дизайнер Том Форд и глава Instagram Адам Моресси.
Ну что ж, в принципе, на Западе все стабильно с модой и не только, а вот в России введенные санкции отразились, конечно же, на всех сферах жизни россиян, в том числе и на сегменте модной одежды. Так, стоимость люксовых брендов растет, а некоторые поставки в страну и вовсе отменяются. О том, что ждет рынок дальше, с какими проблемами могут столкнуться отечественные бренды одежды и вообще как с ними справляться, поговорим с Алиной Лапинаговой, основателем модного бренда. Здравствуйте. Здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, Рада вас присаживайтесь. видеть сегодня. Насколько мы знаем, Алин, вы в модной индустрии не так давно. Вот каково это было создавать бренд, который уже всеми так любим, с нуля? И как вообще такая идея пришла вам в голову? Пришла вообще идея совершенно случайно. Я вообще не собиралась ничего такого делать. У нас изначально были спортивные костюмы. Спасибо. Вот. Изначально я хотела просто себе костюм, но не могла найти того, чего хочу. Вот. И у меня появилась такая идея пошить этот костюм. Для себя просто? Да, просто для себя. Потом я подумала, раз я ищу такой костюм, наверное, и другие девочки тоже ищут такой костюм. Вот. И решила сделать небольшую партию, то есть это не были какие-то большие вложения. Мы сделали просто там несколько цветов, несколько моделей, и как бы я сделала так, как хотела сама, вот. И как бы я веду свой блог и рассказала всем, что вот мы сделали такую коллекцию, и людям понравилось. То есть у нас сразу их раскупили, и после этого уже началось все как бы дальше. Раз есть спрос, раз людям нравится, я решила сделать больше и больше. Мы начали развивать ассортимент. Вот. В принципе, как-то так. То есть это не было вообще запланировано, это получилось совершенно случайно. Как вы думаете, за счет чего? Вот многие, мне кажется, у многих есть такие же мысли, может быть, желания даже, может, для кого-то это давняя мечта, но, как правило, не решаются сделать такой ответственный шаг. Вот вы считаете, за счет чего так выстрелил, если можно сказать, ваша идея выстрелила? За счет того, что вы ведете свой блог, и у вас там достаточное количество подписчиков, которым нравится ваш вкус. Может быть, за счет того, что сама модель была необычная или, наоборот, очень актуальна. Вот скорее актуальна. Вот как вы считаете, за счет чего? Во-первых, модель была актуальная, как бы, в принципе, это то, что носят все. Но и на рынке очень много таких же костюмов. Ну тогда почему именно ваш? Да, не знаю, хороший вопрос. Конечно, сыграла роль какую-то то, что у меня как бы есть аудитория какая-то, которая, не знаю, наверное, нравится, да, доверяет, им нравится мой вкус, вот. Но и не знаю, честно, сложно даже сказать. А сейчас, прости. Главное, что все сложилось, я хотела сказать. А сейчас, помимо спортивных костюмов, у вас уже есть какие-то цели, наметки расширять, да, свой бизнес? Да, вообще у нас уже есть футболки, у нас есть еще мужские костюмы, у нас уже есть разные виды, в принципе, костюмов. Конечно, планы были грандиозные, то есть я хотела расширять, делать вообще летнюю коллекцию, то есть отходить даже от костюмов и шить там платье, что-то такое уже. Но немножко сейчас в мире такая ситуация, что очень сложно загадывать. Не то время, когда надо экспериментировать. Да, конечно, с одной стороны сейчас, так как ушли зарубежные бренды с рынка России, хорошее время, но и в то же время сейчас очень сильно поднялся доллар, поэтому поднялась очень сильная закупка, и рисковать тоже. Да нет. Не знаю, большой риск. Надо рисковать, да, Артем? Вот, то есть здесь... Мне кажется, что нужно в этот период как раз-таки все свое, да. Adidas, какую-нибудь аудосию свою делать. Да. Да, сейчас такая двоякая ситуация, то есть это, в принципе, и хорошее время для России, вообще для российских брендов, и в то же время немножко страшно. Непонятно, что будет дальше, да. А вот как думаете, российские дизайнеры, российские производители, они могут составить достойную замену в масс-маркету, да, именно этому сегменту? Потому что у нас в России достаточно есть много известных дизайнеров, цены... Люкс. Бренды. Цены чьих изделий, конечно же, очень похожи на люкс, поэтому именно в сегменте масс-маркет. Я думаю, что смогут, потому что на самом деле очень много классных брендов, вот реально очень хороших, и у них
Есть, конечно, и те, у которых цены дорогие, но есть и те, у которых приемлемые цены. Даже на мне сейчас костюм, это российское производство, вот. И у них, в принципе, цены примерно как у Зары. То есть я думаю, что они составят, они составят хорошую такую замену. Поэтому думаю, что да. А вы, когда начинали пошив костюмов, это были российские ткани, либо ткани откуда-то извне, фурнитура? Нет, у нас турецкая ткань, и вот сейчас у нас тоже из-за этого проблемы, потому что, опять-таки, поднялся доллар, но из-за того, что они сами тоже не понимают, что будет дальше, они продают ту же самую ткань не по тому курсу, который сейчас есть доллар, а еще сверху накидывают. То есть очень-очень вообще необоснованная цена, поэтому, опять же, мы не понимаем, что делать. Вот, потому что... То есть они сами не понимают, что делать, мы не понимаем, что делать, все не понимают, что делать, но нужно что-то делать. Вот, как-то так. То есть, ну, как раз это ответ на вопрос, да, который многих интересует, из чего формируется цена и почему сейчас многие ее завышают, потому что другого выхода просто нет. Нет выбора другого вообще, потому что у нас получилось так, что если мы сейчас сделаем закупку, то у нас цена уже выходит больше, чем у нас раньше была себестоимость. То есть, вернее, у нас сейчас себестоимость выходит больше, чем у нас была продажная цена. Вот. Но сейчас курс доллара, слава богу, уже немножко опускается, поэтому мы подняли цену. Сейчас мы хотим цену обратно уже опустить, потому что мы можем себе это позволить, так как курс доллара упал, и вся закупка, все ткани, все у нас получается опять немножко дешевле. Вот. А вы не пробовали? Мне, вот как человеку, который... далек от этого всего. Неужели на всю Россию не найдется производителей тканей и так далее? Вот нет? Нет, ну смотрите, просто именно вот эта ткань, с которой мы шьем, турецкая, она хорошая. То есть я знаю ее, мы ее уже не один год... С ней работали? Да, мы с ней работаем, вот, и она хорошая. Вот, то есть ее, например, можно заменить на китайскую ткань. Но китайская ткань будет вообще не такая, поэтому нам не хочется как бы опускать качество. С российскими тканями мы не работали еще, не знаю. Может быть, они в принципе и есть. Но дешевле они точно не будут, да? Да, вот. Либо даже если их нет, то нужно время на то, чтобы их тоже как бы научились производить также, вот. Поэтому... Сейчас сложно. Находимся в интересное время живем. Да, да. Но в то же время сейчас действительно интересное время, да. Да, действительно, очень меняется мир. Алин, вы уже говорили, что у вас свой блог, достаточно популярный блог. Вот вы как блогер столкнулись тоже наверняка с какими-то сложностями ввиду последних событий, да, ограничения в соцсетях. Там многие ушли в Телеграм. Вот мы сегодня рассказывали о том, что он даже побил обогнал WhatsApp. WhatsApp по популярности. Да, как блогер, да, я столкнулась. Мы тоже я перешла в Телеграм. Наш бренд одежды мы перевели в ВК, вот, потому что ВК лучше, чем в Телеграм, именно если удобнее, да, если именно о товаре и о продажах. Вот. И личный блог можно вести и в Телеграм тоже. Вот. Но, конечно, сейчас и охваты у всех упали, потому что многие не могут сидеть как бы в Инстаграме. Вот. Но ведь это прекрасная, так у всех, поэтому... Это прекрасная возможность всем начать с нуля. Да, да. И уже не опираться на какие-то цифры, на количество подписчиков, а всем с нуля наращивать производство, увеличивать темпы, улучшать качество и таким образом привлекать покупателей. Да, то есть сейчас еще говорят, что хотят сделать аналог Инстаграма российский. Вот это я тоже считаю очень хорошей возможностью, потому что он только начнет набирать обороты, и многие могут в него заходить и прям вот, как сказать, с нуля и очень быстро развивать, потому что он все-таки будет продвигать первое время самостоятельно. Вот, я думаю, что это хорошее. Кстати, как обещали, уже в конце месяца, да? Да, да, в конце месяца блогеры туда должны были первыми зайти. Так что, Лина, мы ждем, чтобы вы нам потом рассказали, как там. По секрету. Да, хорошо. В этой соцсети новой. Но мне кажется, также это отличная возможность для того, чтобы развиваться, потому что наверняка очень много свободного времени появляется, когда ты меньше используешь соцсети. А я знаю, что вы очень разносторонний человек. Я тоже смотрю ваши соцсети периодически, да? Какие соцсети? Алина то учится играть на музыкальном инструменте. Подожди, давай Алина расскажет. Да, то ходит на какие-то курсы, да, то есть всегда что-то новое для себя находите. Вообще люблю развиваться вообще в разных сферах. Я катаюсь на лыжах, на сноуборде, хожу на танцы. Вообще раньше я занималась гимнастикой, я мастер спорта по художественной гимнастике. Вот. Еще я играла на барабанах. Вот.
прыгала с парашютом. Вот, в принципе, я стараюсь прям в разные стороны пробовать себя везде, потому что, мы живем один раз, почему бы не попробовать себя в разных сферах. Вот. А это интуитивно происходит? Вот проснулась Алина сегодня, захотелось ей прыгнуть с парашюта, и она звонит, записывается и прыгает. Либо вы прописываете себе какой-то план? Вообще у меня есть прям список, да? я там пишу в нем все, что я хотела бы попробовать в своей жизни, вот. И, как бы я написала список, но потом уже интуитивно. То есть вот сейчас мне бы хотелось вот этого, и я там иду записывать, прыгать с парашютом. Вот. Как-то так. А на кого вы учились? Кто вы по образованию? И нет ли сейчас соблазна перейти туда? Потому как бизнес сейчас немножечко сдает свои позиции. Училась я на экономиста. Вот. Но по этой профессии... Очень актуально. Да, но мне не хотелось никогда работать, и сейчас не хочется работать. Вот. Мне нравится то, чем я занимаюсь. А экономику поднимать надо. Да, надо. Бизнес этим занимаются те, кто лучше разбирается, чем я. В бизнесе наверняка эти навыки вам помогают где-то? Да, думаю, да. Вообще у вас большая команда, которая работает над вашим брендом, или вы все самостоятельно делаете? Нет, небольшая команда, я в основном все делаю сама. У нас есть менеджер, который оформляет заказы, который оформляет сами покупки, отправляет. Есть таргетолог, который нам делал рекламу в Инстаграме, но так как сейчас с Инстаграмом беда. Запрещенка. А пошивом вы лично занимаетесь? Нет, у нас не своя собственная, у нас мы на аутсорсе, вот, есть фабрика, на которой мы как бы размещаем заказ, они нам отшивают, эта фабрика находится в Москве, вот. А вот как происходит, мне интересно, процесс создания какой-то модели? Вы придумываете сначала там в голове образ, потом на бумагу передаете, либо объясняете уже вашим работникам? Да, кто занимается эскизами? Да, вы смотрите, на фабрике почти на всех есть... люди, которые делают художники, да? Дизайнеры. Да. Я, получается... То есть понятно. У нас просто несложный какой-то дизайн, у нас костюмы, вот. И я просто примерно показывала картинки, которые мы хотим, вот. И примерно по этим картинкам делают лекала. После этого делают образец этого лекала, отправляли его мне, я смотрела, как мне нравится, что мне не нравится, мы делали доработки, мы говорили, рукав подлиннее сделать или что-то, штанину покороче, что-то в этом роде, вот. Потом это все опять дорабатывается, делается новый образец, опять отправляется мне, я опять смотрю, что мне нравится, что не нравится, если меня все устраивает, то мы одобряем, и как бы по вот этому лекалу мы уже отшиваем всю партию. А сейчас пока такое затишье у вас лично, да, вот пока вы пережидаете. Может быть, подкидываю идею просто, может быть, есть смысл создать целую коллекцию, сперва на бумаге, потом на лекала. Чтобы как все вас забрали. Мне кажется, что каждая женщина мечтает создать свою линию одежды. Это вот как в фильмах, как в сказке. Мне кажется, это что-то такое чисто женское. На самом деле я никогда не мечтала. Вы создаете. Просто решила попробовать. Это нечестно. Вы чью-то мечту забрали. Не знаю. На самом деле я реально никогда не мечтала. Это просто случайно получилось. У меня изначально лет 7 назад был магазин одежды, то есть это был не мой бренд, мы покупали в Турции товар и продавали, вот. И вот этот магазин у меня был лет 4 или 5, я уже не помню. Когда я его закрывала, я говорила, ни за что больше не буду связываться с товаром. Я так устала от этого, это действительно кажется, что легко, но это очень сложно. А в итоге чисто случайно получилось так, что я взяла и сделала свой бренд, с которым еще сложнее, вот. Не знаю, наверное, все-таки это мое. Опять меня туда привело. Раз вы вернулись опять туда же, только уже в чуть другом варианте, мне кажется, это однозначно ваше, тем более спрос есть, очень интересные модели, красивые, и я уверена, что дальше больше. Да. Главное, что планы есть. Да. Мы вам этого искренне желаем. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Пусть все получается так, как вы хотите, радуйте свою аудиторию, своих потребителей. Да. И, конечно же, вдохновляющим, таким своим мотивирующим примером оставайтесь также для всех, для нас. Спасибо. Спасибо. Наш эфир подходит к концу. Все, могу уходить. Да. Можете уходить, а мы попрощаемся пока с зрителями. Ну что,
Мне кажется, что несмотря на новости, которые нас окружают, наша передача — это такое место позитива, где всегда можешь напитаться какими-то положительными эмоциями, пообщаться с интересными гостями, встретиться с вами, дорогие мои соведущие, и опять-таки заглянуть в каждый дом и сказать всем доброго вечера. Да, мы надеемся, в каждом доме нам рады, с нетерпением включают, ждут нашу программу, потому что, мне кажется, мы несем такой очень легкий, позитивный посыл людям, и в эти сложные времена, мне кажется, необходимо находить повод, хоть небольшой, хоть часовой, для радости, для разгрузки. Так что, ну что ж, спасибо. Вы смотрели вечернее шоу «Рафинад». Увидимся ровно через неделю. Всем пока, мы вас очень ждем. Пока-пока. Пока.